Уважаемые гости, участники торжественного открытия историко-документальной выставки Национального архива Республики Саха-Якутия. Приветствуем вас с открытием цикла республиканских мероприятий, посвященных столетию образования автономной республики. Впервые для широкого круга населения представлены подлинные архивные документы и фотографии из фондов Национального архива Республики Саха-Якутия, отражающие ключевые события тех переломных событий создания и становления Якутской автономной республики. На выставке представлены более 30 документов и фотографий 20-30-х годов. Дорогие гости, сегодня перед вами открывается уникальная возможность прикоснуться к тем великим переломным историческим событиям, которые происходили 100 лет назад. Добро пожаловать на нашу выставку. Слово для приветствия имеет министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Степанович Куприянов. Культуры всех поздравить с началом большого цикла мероприятий, которые посвящены столетию образования Якутской автономной советской социалистической республики. С началом! Территория нашего музея «Моя история», она в этом году, в год столетия республики, станет одним из основных территорий, где открывается наша история. Сегодня открываем первоисточники, архивные данные, которые каждому дают право прикоснуться, посмотреть тем первым документам, которые были приняты в первые годы советской власти для образования ЕАССР. Вы станете свидетелями, воочию увидите, сейчас же очень развито виртуальное размышление, мышление, да? Можете себя представить, будь рядом с теми руководителями нашей республики, руководителями советской тогда страны, как принималось, в каких серьезных условиях, для того, чтобы понять, как мы прошли и прожили эти 100 лет. И планировать, наверное, еще следующее поколение столетнее, для того, чтобы жизнь на нашей территории, на республике Саха-Якутия, развивалась, была интересной нашей молодежи, которая тоже сегодня пришла посмотреть эту выставку. После этой выставки у нас откроются именные алмазные выставки. Музей откроет 22 апреля современные истории ЕАССР, но и 27 апреля мы откроем еще одну выставку, которая так и называется «Путь Элляя», мультимедийная композиция. Здесь есть реальные документы, и есть мультимедийное шоу будет, и еще виртуальная история, которая сегодня помогает воочию или как-то легче воспринимать, скажем, книжные издания. Поэтому год столетия республики – это большая книга истории нашей республики. И эта книга сегодня открывается здесь, в музее «Моя история». Архивные данные, современная история Якутии и ее подача в виде мультимедийного шоу, как нашего прапрадеда Элляя, который мы считаем основателем народа Саха, будет здесь, на территории этого музея. Хочу через средства массовой информации, тех, которые сегодня участвуют, через свое восприятие передать и пригласить всех жителей нашей республики, чтобы посетили наш музей, чтобы все прочитали великую книгу истории своей родной республики в этот знаменательный год. С открытием очень важного события. Спасибо. Слово предоставляется директору Национального архива Республики Саха-Якутия Петру Васильевичу Румянцеву. Добрый день, уважаемые участники торжественного открытия архивных материалов, архивно-документальных документов, посвященных столетию Якутской автономной советской социалистической республики. Сегодня мы открываем цикл мероприятий Министерства культурно-духовного развития Республики Саха-Якутия, посвященных
столетнему юбилею республики. И в связи с этим я хотел поздравить всех присутствующих и поблагодарить вас за участие. Ивановичу Соловьеву. Да? Приложили много усилий для организации сегодняшней выставки. Значит, благодарственное письмо вручается Казаеву Андрею Васильевичу, главному активисту Национального активисту. Слово предоставляется директору музейного комплекса «Россия. Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Посвященных столетию нашей республики в нашем музейном комплексе. Это для нас всех очень важно. Как Юрий Степанович уже отметил, это будут крупные выставки и многочисленные мероприятия, которые будут иметь своей целью рассказать нашим жителям, в особенности подрастающему поколению, о тех вехах развития нашей республики, о тех людях, которые вложили свою душу, свое сердце, а подчас даже положили свою жизнь для того, чтобы мы развивались и становились развитым регионом, чтобы мы развивались во всех отношениях, что мы, собственно, сегодня и видим. Сегодняшняя выставка, она позволяет нам узнать еще раз, ознакомиться с документами, над которыми работали выдающиеся сыны нашего народа. Информация о них тоже представлена на этих стендах. И я хотел сегодня отметить, что мы видим, как много желающих ознакомиться с этой историей сегодня здесь присутствует вместе с нами. Очень много молодежи, что очень важно, я считаю. И я думаю, что в этот день имеет смысл нас всех поздравить с наступающим столетием нашей республики, пожелать всем больших успехов в вашей деятельности, в творчестве, в тех профессиональных сферах, в которых вы сегодня отдаете свой опыт, знания, для того, чтобы мы и дальше, как и наши предыдущие поколения, вот с такой же душой и сердцем работали на развитие нашей республики. Я хотел поблагодарить Национальный архив за то, что они всегда вот с такой очень тонкой, душевным отношением готовят вот такие выставки. Они откликаются на все просьбы, практически на всех мероприятиях выставляют это дело, вот эту документальную историю нашего народа, нашей Якутии. Поэтому я хотел вас, Петр Васильевич, и ваших коллег за это поблагодарить и пожелать вам больших успехов в этой работе. Мы осуществляем совместную работу, в том числе по изданию литературы. И недавно, может быть, вы слышали, мы издали книгу Ираиды Самойловны Григорьевны вместе, которая потратила многие годы в работе по восстановлению имен наших представителей нашей якутской интеллигенции. Сама пострадала и была в лагерях. Тем не менее, вот она выполнила вот эту большую задачу, которую она перед собой ставила. И я сегодня хотел бы вручить министру Юрию Степановичу Куприянову вот эту книгу, наш совместный труд с Национальным архивом. Также я хотел воспользоваться этой возможностью и вручить эту книгу Стручковой Наталье Анатольевне, нашему другу, нашему коллеге, которая воспитала всех наших практически
практически наших сотрудников с пожеланием больших успехов вам и да, с надеждой на сотрудничество. Также я хотел бы вручить эту книгу Толстых Геннадию Владимировичу, вице-президенту Академии наук Республики. И Айталина Николаевна Решетникова, заместитель директора музея Ярославского. Да, тоже наш партнер и друг. Айталина Николаевна, вам хочу вручить подарок. И еще раз благодарю всех за участие. Давайте достойно отметим столетие нашей республики. Спасибо. Слово предоставляется вице-президенту Академии наук Республики Саха-Якутия, доктору исторических наук Толстых Геннадию Владимировичу. Я хотел бы поздравить вас с сегодняшней выставкой. Столетие якутской автономии – это знаковое событие для всех якутян. Она дает нам возможность как бы зримо посмотреть на целый век, столетней истории. Для каждого отдельного человека это достаточно много, не каждый доживает до 100 лет. А что касается территории административной единицы, это очень важно. Какой путь мы прошли за эти 100 лет? За эти 100 лет численность Якутии увеличилась почти в 5 раз. Мы перешли от отсталой аграрной окраины и стали развитой индустриальной республикой. И сегодня мы занимаем где-то ведущие места, 7-е место по воспроизводству населения, по многим демографическим показателям республика у нас лидирует в Российской Федерации. И сегодня выставка, которая сегодня представлена, дает возможность именно прикоснуться к таинству создания якутской автономии. Мы видели копии виз Иосифа Виссарионовича Сталина, где он давал добро на прием инициативы Амосова. Многие, причем черновики протоколов, которые сегодня представлены, которые предшествовали созданию якутской автономии, многие фотографии, многие копии интересных документов, к которым мы сегодня прикоснуться. Я думаю, что еще будет много знаковых событий, которые посвящены столетнему юбилею якутской автономии. 6 апреля в Академии наук ведущие ученые также собрались и обсудили именно этапы создания якутской автономии. Очень много вопросов обсудили. Это были политологи, историки, экономисты, философы. Всем есть сегодня возможность высказаться и обсудить это знаковое событие. И пользуясь возможностью, я хотел бы поблагодарить сегодня Министерство культуры, в лице Юрия Ивановича Приянова, Национальный архив, в лице Петра Васильевича Румянцева и Национальный исторический парк Александра Ивановича Соловьева, которые подготовили сегодня эту прекрасную выставку и дали нам возможность прикоснуться к великому. Спасибо. Дорогие гости, уважаемые участники торжественного мероприятия, на этом официальная часть заканчивается. Сейчас презентация самой экспозиции, то есть выставки архивных документов. Выставку проведут главные архивисты отдела использования Национального архива Республики Саха-Якутия Вячеслав Сергеевич Сивцев и Андрей Васильевич Казаев. История здесь особо про документы не развернешься, скажем так, да, но я могу просто вкратце описать, что за документы подготовить. Вот Андрей Васильевич, он представит вам документы, самые наши интересные сегодняшние экспонаты.
оригиналы документов, самые настоящие, которые мы просто так как бы и не показываем. Я подготовил выставку про личностей наших исторических, про главных, скажем так, героев сегодняшнего нашего мероприятия, именно об основателях нашей государственности, нашей автономной республики, Полтора Тысяча Юрского, Максима Григорьевича Амосова, Семена Максимовича Жакова и Сидора Никифоровича Баракова. Там у меня копии документов, они рассказывают о жизни и деятельности их, а также о самых таких, скажем так, знаковых моментах из их биографии. Но нужно сказать, что во всего лишь 6, 7, 8 кармашках всю их жизнь и деятельность, конечно, не представишь, и поэтому мы отобрали самые такие знаменательные, самые такие содержательные. Ну и у каждого, конечно же, есть документы о рождении, об образовании, ну и, собственно, об их роли в установлении автономии Якутии, а также их роли в развитии республики во время первых ее шагов, о том, какую они роль сыграли в ее социально-экономическом развитии и так далее. Ну и, собственно, есть даже документы, которые расскажут нам о неких загадках, скажем так, из их жизни, потому что история — это же прежде всего вопросы и загадки, и без них тоже не обойдется. Здравствуйте, уважаемые гости нашей историко-документальной выставки, посвященной столетию образования якутских языков. Мы представим сегодня вам уникальные документы, которые впервые, многие из которых впервые выставляются в открытом доступе всего лишь на один день, и они будут посвящены, они будут отражать весь процесс становления, образования и становления нашей республики, автономной республики, включая, начиная с 1921 года и заканчивая 1930-х годами. Это документы будут отражать последовательно реализацию непосредственно автономии, затем социально-культурного и промышленного освоения республики. Также будут представлены документы, касающиеся гражданской войны. К сожалению, у нас в связи с этих потерянных мы не можем высказать объем документов, и мы поставим наиболее, на наш взгляд, интересные документы, и в процессе выставки вы сможете подходить, и мы будем вам подробно объяснять историю каждого документа, как происходил процесс. Также мы расскажем вам о первую